Всем привет! Снова я в мастерской своей, и сегодня хочу в этом видео немножко поснимать, как я буду делать станок для пристрелки оружия. Раньше, как я владелец нарезных оружий, надо много стрелять, пристреливать. Вот у меня новый карабин, год ему, после покупки уже. И с руки иногда бывает, там стреляю, но мало когда попадаю. Надо нормально пристрелять. И много я думал, что, как сделать. Немножко присмотрел в интернете, как люди делают пристрелочные станки. До этого у меня был оружие Север было. И также я пристреливал оружие. У меня вот такой был пристрелочный станок. Смотрите. Это прорезь для ствола. Здесь приклад. Вот такая конструкция была вообще. И я решил как-то сделать новый станок. Смотрите, из этой профильной трубы. 20 на 20. Толщина металла 2 миллиметра. В интернете все показывают, делают 20 на 40. Кто еще больше. Громоздкие такие огромные получаются, толстые, металл, не по мне. Я люблю еще, чтобы было компактно. Чем меньше, тем компактнее, тем красивее, лучше. В общем, посмотрим, что из этого получится. Так что вкратце, наверное, может быть, и поснимаю, как я буду делать. Если нет, так уже конечную работу все равно покажу. Карабин Лось сам по себе не очень большой, не длинный. Но примерно так прикинул, и длина станка будет 80 сантиметров. Ширина примерно 10, от силы 30 сантиметров сделаю. 80 на 30 вполне достаточно.
небольшой перекур. Половину работы я уже выполнил. Не считая мелкие работы, равнять, там еще что-то там шлифовать. Вот старый станок так смотрится. И уже новый кое-что уже стало понятно. Здесь пошире сделал. Еще здесь я буду войлок ставить. Это я вкратце позже расскажу. Вот такая фигнюшка, короче, получается. Вот она. Еще одну стойку. И для приклада еще что-то придумать надо. Так, в принципе, все нормально, дела идут. Смотрите, очередные детали спилил, согнул. И это ложится вот сюда, на приклад. Вот, видели? Такой Г-образный. По бортам вот такие, по бокам вот такие борты. С одной и с другой стороны. И ну, туда-сюда, чтобы ложение ходило. Что с одной стороны, что с другой стороны. Это я дальше сейчас буду приваривать. И уже эту конструкцию поставим на стойку. Также болт туда приварю, чтобы, как и вот тут, фиксировать, чтобы туда-сюда не болталась ложа приклада. Ну, в принципе, работу заканчиваю. Все уже установил. Здесь в конце у меня был болт, который я переделал, вот сюда поставил. Здесь я отрежу лишнее. Думаю, это ни к чему. Вот эта часть. Даже слишком длинная, оказывается, я замерил. Ну, а вот тут самое это регулировочный винтик будет. Выше и ниже. Ну, а здесь я буду резать. Обрежу. Ну как вам, ребят? Вроде все получается. Дешево и сердито. Основное я уже сварочную работу в принципе закончил. Сварочную. Самое главное, муторное, это когда режешь, меряешь, надо варить там, приваривать всякие детальки. Всю эту нудную работу я закончил. Сейчас только остается мне здесь войлоком обшить, чтобы не царапалось ничего. И в принципе все готово. Вот такой вид будет. Я уже дома, ребята, продолжаем работать. Смотрите, вот такие стельки. Из этой стельки я сделал вот такую прокладку. Войлочная получается. Я искал, конечно, остатки там, валенки там негодные, но
к сожалению, я не нашел. И под руки попались вот такие новые стельки. И для чего я это сделал? Я это буду клеить. Попробую термоклеем заклеить вот здесь. Это чтобы не царапать оружие. Вот здесь. Ну и первый еще остаток вот так. И по бокам еще по бортам поставлю. Из второго сделаю. Ну, посмотрим, что как получится. И еще желательно вот сюда или кусок фанеры, или жестянку какую-нибудь надо придумать, чтобы когда затягиваешь, болт не пробивало это войлок, а все зажимало четко. Не знаю, вот только, если честно, первый раз пробую, на железо прилипнет, нет, потом будем надеяться, что все получится. И также заднюю часть. Вот здесь я буду клеить. Три штуки у меня тут. Две штуки есть. Тоже таким способом. Все четко легло. Сидит все нормально. Я работу свою закончил. Мне вкратце показал, как я все это делал. На все это у меня ушло примерно, не буду обманывать, не меньше 4 часов. Резко пилка там, варка сварочным аппаратом. Не все так быстро получается. Но это не важно. В общем, давайте еще. Ну, все четко стоит. Размер такой, какой мне нужен для пристрелки. Все четко. И это не самое главное. Это все еще после первой пристрелки мы будем еще, может, где-то что-то поменяем, высоту или еще какой-то размер. Но в данный момент все сидит четко, ровно, четко. И давайте я вкратце еще для тех, кому интересно, расскажу, какая длина, высота. Вот скажем, длина у меня было 80, я на обрезку сделал, у меня сейчас 72 сантиметра. Это карабин Лось 7 1. Длина 72 сантиметра. Высота вот стойки, для интереса стойка 10 сантиметров. Вот эта стойка. Дальше на приклад. Вот эта коробка, маленькая коробка, вот где вот сидит приклад, тоже высота 10 сантиметров. С углом, но это подогнал под свое оружие, под свой приклад. 10 сантиметров коробка, 10 сантиметров высота, только стойка, ну и 2 сантиметра еще просто. Но это ничего такого тоже. 5 сантиметров ширина, вот здесь 5 сантиметров.
И тут ширина тоже 5 сантиметров. 5, 5, 5. 10 и 10. Дальше тут у меня, как сказать, войлоком все обшито внутри. И здесь затяжка. Затяжка для того, чтобы уже ровно, чтобы ничего не шаталось. Приклад затягиваешь перед выстрелом, когда ты прицеливаешься. Ну, это... Так, ладно. И две, получается, 3 регулировочных винта. Ну, сантиметров сотка, наверное, болт. Здесь 2 болта по сотке. И тут у меня получается где-то 8 сантиметров. Все топорно сделано, но я за красотой не бегу. Короче, сюда даже приварил шайбу обычную. Работает все четко. Дальше у нас ширина. Ширина получилась 32 сантиметра. Ну, профиль 2 сантиметра. И по бокам 15, 32. Дальше передняя стойка получилась у нас 20 сантиметров. Здесь у нас 10 сантиметров в задней части. Здесь у нас 20 сантиметров. От нижнего, как сказать, с нижнего профиля, с лежащего профиля и до этой коробки передней получается также. Ширина 4 сантиметра и 5 сантиметров. 4 сантиметра ширина, 5 сантиметров высота. Чуть-чуть, сразу признаюсь, чуть-чуть я не рассчитал с отверстием. Отверстие для этого натяжителя надо было чуть-чуть на сантиметр ниже сделать. Вот. Как бы, ну я еще второй слой войлока сюда подложу и будет самое то. А сейчас у меня, как мне крутить, чуть-чуть надо ниже. Но это ничего страшного также. Все, в принципе, все ровно сделано. Попробуем, как себя покажет на стрельбище, поможет ли мне пристрелять оружие карабин лощем. Ну и также у меня еще второе оружие, северное оружие. Также могу я здесь пристреливать этим станком. Но это уже, конечно, будет на первой избе. Не знаю, в этом сезоне успею, нет. Если не успею, уже будем стрелять осенью. А может и еще по этому снегу до закрытия охоты съезжу на пристрелку оружия. Вот такое изобретение, ребят. Все. Больше тут показывать нечего. Это регулировочные болты, натяжители на регулировочные болты. Как бы этим ты горизонтальный уровень для карабина регулируешь. А это уже высота. Ниже и выше, когда ты целишься в банку или в мишень. Вот. Все, короче, добавлять больше нечего. Одним словом. Всем пока и ждите пристрелки оружия с этим станком. Вот такие дела. Все, пока.